Вопрос номер 10. О проекте постановления Государственного собрания Ил-Тумен Республики о докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Саха в 2025 году. Слово для доклада предоставляется уполномоченному по правам человека в Республике Сардане Михайловне Гурьевой. Все хотят только к вопросам. Записались 6 народных депутатов: Иван Петрович Луцкан, Василий Петрович Николаев, Колесов Александр Гаврильевич, Парахин Гаврил Павлович, Филиппов Федот Сергеевич и Федоров Виктор Николаевич. Всех назвал? Бугаев Николай Дмитриевич. Иван Петрович, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемая Сардана Михайловна, есть 3 вопроса. Первый. Значит, вот когда с вашим докладом ознакомился, вы в 2025 году отметили, что идет рост количества обращений к вам, к аппарату уполномоченного по правам человека. С чем связан этот рост? Может быть, там по каким качествам эти обращения делятся? Второй вопрос. Какой ранжированности у вас находится тематика здравоохранения в обращениях? И третий вопрос, это уже как депутат от города Якутска, вот ко мне обращались в том числе жители Сотов, у которых возникла проблема по районированию их территории. Вот обращались ли они к вам и на какой пути, если они обращались к вам, решения данной проблемы? Спасибо большое. Уважаемый Саха Республикатын народ депутаттары, добрый день. Уважаемый председатель Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия, уважаемые народные депутаты, благодарю за очень интересные, актуальные вопросы. Рост у нас обращений связан, как вы внимательно изучили доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия от участников специальной военной операции и их семей. Это, во-первых, обусловлено тем, что мы активно в 2025 году реализовывали федеральный закон и закон Республики Саха-Якутия о бесплатной юридической помощи. В эту систему интегрированы все региональные уполномоченные по правам человека. Поэтому вы, если обратили статистику, значит, перед вами как раз демонстрируются слайды нашей многогранной деятельности, консультирование, правовое консультирование, то есть это не только рассмотрение, значит, жалоб по содействию восстановлению нарушенных прав, их достаточно серьезно увеличилось. Следующие, какие мы дополнительные механизмы предусмотрели, это активное взаимодействие с Комитетом семей воинов Отечества. И практически мы уже в этом году, в декабре, мы, значит, к концу декабря выезжали в Амгу, в Хатасах, значит, в этом году уже были в Тату, и вот завтра тоже в 6 утра выезжаем в Вилюйск, Вилюйскую группу района, Вилюйск, Верхний Вилюйск, Нюрба, Сунтар. То есть у нас тоже, значит, на особом контроле обращения матерей, жен, близких наших участников специальной военной операции. И третье, это мы внедрили такой механизм работы, когда нашим волонтерам нужны определенные административные ресурсы. Это речь идет о том, что общественный помощник уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия работает на сегодня в госпитале в городе Ростов-на-Дону. Поэтому это все обусловило, так скажем, рост именно обращений в сфере защиты участников специальной военной операции. Остальные у нас, как вы видите, статистику, они в принципе стабильные. И отвечая на второй ваш вопрос, мы, безусловно, итоги, когда подводим, очень внимательно рассматриваем действительно и, так скажем, рейтинг, условный рейтинг прав. И с года деятельности, как был назначен первый уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия, в наш адрес поступило в государственный орган, поступило более 19,5 тысяч обращений, и все годы неизменно это были защита жилищных прав. С началом специальной военной операции это защита участников специальной военной операции, их семей, и традиционное наше конституционное право на жилье это вышло на второй план.
И на третьем у нас иногда бывает социальные. Вот в прошлом году у нас, значит, на третьем месте это защита социальных прав, там в большей степени связано с тем, что граждане у нас обращаются и консультируются по вопросам устройства в социальные учреждения. И в период ковида, безусловно, это было вопросы охраны здоровья, медицинскую помощь. Сейчас это, значит, в пределах вот пятерки здравоохранения. Земельный вопрос действительно, уважаемые народные депутаты, вызывает, безусловно, живой интерес, потому что в целом надо сказать, что мы пронизаны духом патриотизма, принадлежности к нашей родной якутской земле, поэтому, конечно, желание людей строиться и дальше, так сказать, может, кто-то желает пустить корни, а кто-то еще больше, еще глубже закрепиться, это, ну, что называется, в генах сидит. Поэтому мы сегодня Сонд Марс к нам обратились, практически это уже второй год ведется работа, и недавно была инициатива отдельных структурных подразделений мэрии города Якутска, которые, значит, были отклонены депутатами Якутской городской думы. Мы активно с ними работали и с прокуратурой Республики Саха-Якутия. Это касалось в части изменения правил землепользования, когда пытались поменять буквы на букву, там С4, С2А такие, а это бы повлекло, по сути дела, просто ограничение права, ну, чтобы люди не строились. Поэтому депутаты Якутской городской думы вот такое приняли взвешенное решение, и будет дальше продолжаться работа по защите прав наших горожан. А это, я вам скажу, уважаемые народные депутаты, около более даже 40 тысяч горожан. Речь идет вот о таком количестве. Спасибо. Василий Петрович Николаев. Уважаемая Зардана Михайловна, вот поступает обращение от родителей молодых парней, юношей, да, которые собираются идти в армию, либо уже находятся в армии. О том, что бывают случаи давления со стороны руководства, да, их военных частей, о том, чтобы по каким-то причинам, да, им необходимо подписать контракты, военные контракты, ну и стать участниками специальной военной операции. Вот как мы можем с вами, народные депутаты, взаимодействовать по таким вопросам, вот, если ко мне, допустим, поступят такие обращения, как мы можем эти вопросы отрабатывать? Приведите примеры, пожалуйста. Вот в прошлом году у вас сколько таких случаев было, сколько удалось, скольким удалось помочь, да, по данным обращениям, по подобным обращениям? И вообще, насколько эта ситуация актуальна на сегодняшний день? Спасибо. Спасибо за вопрос. До начала специальной военной операции мы заключили соглашение в свете требований 48-го федерального закона, который называется об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Заключили соглашение с военной прокуратурой Восточного военного округа и с военной прокуратурой Якутского военного гарнизона. И эти правовые инструментарии сегодня позволяют эффективно работать в деле защиты прав участников специальной военной операции. Были примеры, когда в 2022 году мобилизованному до января месяца 2023 года не выплачивали денежное довольствие. По нашему обращению незамедлительно были приняты меры, и таких примеров много. То есть у нас количество положительно рассмотренных обращений именно по тематике защиты участников специальной военной операции, она не снижается. В данном случае к нам было обращение матерей Комитета семей воинов Отечества, которое широко распространилось по различным мессенджерам. И мамы, мы разделяли как раз и разделяем тревогу матерей, когда под видом того, что якобы, значит, будут работать в какой-то дежурной части. Там разные были аргументации. Значит, или же они поедут просто на какое-то обучение, их не будут направлять на передовые позиции. И таким образом оказывалось молодых людей, это по словам матерей опять же, значит, по словам матерей оказывались перед фактом, что как будто бы подписали контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
Такие, если есть в наличии неправомерные действия со стороны отдельных военных должностных лиц, это должно самым суровым образом рассматриваться и проверяться военной прокуратурой. То есть специализированная военная прокуратура, с которыми мы заключили соглашение. И, конечно, мы сразу оперативно отреагировали. Это было в феврале этого года. Значит, поступило обращение, и мы обратились, значит, о проведении самой тщательной проверки в военную прокуратуру Восточного военного округа. И ждем ответа. Значит, в части взаимодействия, Алексей, в части взаимодействия в прошлом году от народных депутатов было 3 обращения от Подголова Александра Григорьевича по конкретным как раз вопросам защиты участников специальной военной операции. Поэтому вы можете, уважаемый Василий Петрович, обращаться в наш адрес. Город Якутск, улица Курашова, 24, кабинет 509. Мы благодарны республике. Все уполномоченные находимся в этом замечательном здании. Он единственный на Дальнем Востоке, общественном центре на 5-м этаже. Как и вот я сегодня представляющий доклад уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам предпринимателей, уполномоченный по правам ребенка и уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера. Телефон горячей линии 507-363. Поэтому, конечно, мы рады и всегда тесно взаимодействуем с народными депутатами. Благодарю. Александр Гаврилович Колесов. Добрый день, уважаемая Светлана Михайловна. Вопрос. Вот я вижу количество обращений военнослужащих, членов их семей. Вот какой у вас есть по ним положительные решения ваши по обращениям? Есть вот процентное соотношение, да? Можете озвучить вот по всем на сегодня, вот за 25 год из обращений там... 23. 23, да? 23 обращения. Ага. И второй вопрос. Основная проблема военнослужащих и их семей. Вы, наверное, делаете какой-то вот все равно учет, да? По каким направлениям. И по этому направлению вы с Москальковой, ну вот, по правам человека, да, по России, вы с ней работу ведете. Проблема такая существует только в нашем регионе или по всей России они имеют место быть? Спасибо за вопрос. Безусловно, мы, как отмечает уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова, на федеральном уровне и на региональном уровне сейчас действуют уполномоченные во всех регионах, субъектах Российской Федерации. Мы являемся одной большой командой единомышленников. Безусловно, вот на первом месте у нас по-прежнему актуальными сохраняются чаяния наших, особенно со стороны родных, когда мамы, жены, сестры, братья видят, когда ребята наши приезжают в отпуск больные, после таких очень тяжелейших ранений. И, к сожалению, иногда бывает, это я не говорю про всех командиров, бывают отдельные факты, когда поступает рапорт, а командир почему-то отказывает направление на военно-врачебную комиссию. И в этой связи все равно, как на сегодня правозащитный институт Якутии, мы все равно настаиваем на том, чтобы все-таки дали возможность здесь у нас в республике провести военно-врачебную комиссию ВВК. То решение, которое сегодня есть в части военного комиссариата, где рассматривается, мы знаем, что тоже люди поступают и к нам приходят, мамы жалуются на некую необъективность врачей, когда явно вот видно, увечье, а почему-то врач это не видит. Поэтому это вопрос на сегодня актуальный, и мы обращались по этому поводу в адрес Москальковой Татьяны Николаевны. И второй – это освобождение из украинского плена. Здесь у нас механизмы тоже существуют. Боль родных и близких, которая она аккумулируется в обращении. Мы, конечно, рассматриваем самым серьезным образом и обращаемся в адрес уполномоченного по правам человека Российской Федерации. На уровне Татьяны Николаевны она обращается, взаимодействует очень активно, как мы знаем, с Министерством обороны России. Поэтому благодаря колоссальной поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Министерства обороны Российской Федерации, уполномоченного по правам человека Российской Федерации, по нашим
по которым вот к нам родные обратились, и мы обратились в адрес компетентных органов. В прошлом году 9 наших ребят, они были возвращены из плена. Поэтому у нас идет очень тесная работа. Гавриил Павлович Парахин. Сардама Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. У меня 2 таких вопросика по сиротам. Но вот последние, наверное, 13 лет эта тема каждый год поднимается у нас на сессии прокуратуры. Вообще, что происходит? Потому что вот мы сегодня тему бедности поднимали, да, и, естественно, я так понимаю, что с квартирами, да, вообще насколько они обращаются, увеличивается ли количество обращений от сирот? Да, потому что я, конечно, хочется, чтобы их было меньше, но такое впечатление, что их становится все больше и больше, да, у нас в республике. И второй вопрос по участкам, по земельным, многодетным, да, СВО семьям. Их же нет, если появляются, то в небольшом количестве, в основном пустые, выплаты тоже, которые обещают, не вовремя платят. Вот есть какая-то, я просто не смотрел, если честно, ваш отчет, поэтому вот, может, я пропустил, так я частично просматривал. Спасибо. Спасибо за вопросы. Они тоже очень актуальны, как и предыдущие вопросы поступили, потому что эти вопросы как раз и задают нам наши жители, наши граждане. По защите детей-сирот, конечно, они тоже являются у нас наиболее уязвимой категорией, которые нуждаются в дополнительной нашей поддержке, милосердии, внимании к ним. И задача, которую на себя берет государство, когда ребенок остался сиротой, по обеспечению жильем, мы считаем это законной и справедливой мерой. К нам, да, обращаются по тем самым практически нерешаемым случаям, когда отказали все. Вот сирота, например, 35 лет. Диагноз у нее психиатрический, страдает психическим заболеванием. Обратилась к нам, я вот мотаюсь по, арендованным квартирам, пожалуйста, помогите. Когда мы начали разбираться, оказывается, когда она осталась без родителей, гражданка Н, в одном из городов нашего Улуса, еще в те годы, ее даже не признали сиротой. Поэтому мы с нашим общественным помощником уполномоченного Басыгысовым Геннадием Степановичем организовали работу, обратился в суд. Во-первых, признали о том, что у нее есть статус, что сирота. Следующий шаг обращается Геннадий Степанович, потому что у нас, как у уполномоченных, нет в этом инструментарии по ГБК напрямую вносить исковое заявление. И как раз вопрос задавал Иван Петрович на комитете по госстроительству, законодательству. То есть в любом случае организовываем мы эту работу, и эту работу я контролирую. И вплоть до того, что мы выезжаем, так скажем, гражданку там организовываем, чтобы она в суде участвовала. И таким образом выиграли решение суда, ее включили в список на получение. Хотя годами отказывали все. У нас есть такая одна гражданка И с города Вилюйска. Она жила в доме-интернате престарелых инвалидов на Якутской 8. Ей тоже где-то за 40 лет. То есть вот с такими самыми тяжелыми и жизненными случаями, и когда в правовом плане вроде бы уже все настолько все безнадежно. Вот такие случаи к нам приходят, потому что в целом я хочу сказать, что компетентные органы защиту жилищных прав эту работу выполняют, но мы все с вами знаем на сегодня трудности государственного бюджета, и вопрос этот задавал как раз и председатель комитета бюджетного Николай Юрий Михайлович на комитете по госстроительству, законодательству, вот по позиции уполномоченного по правам человека России. Да, этот вопрос надо решать. Жилищный вопрос обеспечения жильем. Теперь, тут даже, видите, да, дело даже не в том количестве, прямо вот много к нам или мало. Даже один случай, насколько вот мы прямо их можем годами вести. Это вопрос не одного месяца, не полгода, это может быть год, это может быть 2 года, это может быть 3 года. И мы это со своей повестки, со своей контроля, это мы не отпускаем. Следующий.
У нас не секрет, что бывают случаи, когда человек освободился из мест лишения свободы, идти некуда, совершил преступление, потому что жить негде. Мы наладили на основании соглашения с прокуратурой Республики Саха-Якутия работу по защите жилищных прав граждан, детей-сирот, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Как это происходит? Значит, обращаются в наш адрес, у нас есть соглашение с прокуратурой, поскольку там необходимо также устанавливать юридический факт, обращаться в суд, потому что если по возрасту сроки прошли, это только судебный механизм. Поэтому мы обращаемся в прокуратуру Республики Саха-Якутия. Организовывается судебная защита, и гражданин отбывает наказание, по приговору отбывает, выпускается и восстанавливаются списки на получение жилья. У нас есть уже отдельные факты, когда наши ребята, которые отбыли наказание, они получили жилье. Эта работа, она многотрудная, она сложная, она тоже идет годами, но она делается. У нас в республике эта работа проводится. Поэтому, конечно, я благодарю за эти вопросы, которые вы задали. Второй вопрос касается земельных участков. У нас было обращение в 2025 году от многодетных семей, которые касались выдачи земельных участков, когда есть механизм. Например, орган местного самоуправления, в частности якутский, говорит: вот вы найдите участок, а мы вам, это оформим. Уже нашли земельный участок уже на тех землях, которые были зарезервированы уже для многодетных семей. Поэтому актуальность, потребность земельных участков для многодетных семей, она сохраняется. Поэтому, конечно, мы тоже знаем, насколько Государственное собрание Илтумен уделяет огромное внимание защите прав многодетных семей, поэтому мы готовы дальше совместно с вами эту работу продолжать и в 2026 году. Спасибо. Федот Сергеевич Филиппов. 3 минуты, коллеги, до перерыва. Сардана Михайловна. Уважаемая Сардана Михайловна, добрый день. Так, понятно, что в основном ваша задача сегодняшняя сосредоточена на жителей, на участников СВО, да, и их семей. И с ними, да, большинство депутатов, очень многие занимаются, и главы, и местные организации, институты. И у нас даже есть Центр защиты прав граждан. Вот. Но, Сардана Михайловна, в прошлом году я вам обращался по поводу того, что ко мне обратились мои земляки по поводу одного человека, по задержанию его. Он до сих пор лежит в СИЗО, его заключили под стражу, в СИЗО находится. Но дело в том, что у него до сих пор никакие следственные мероприятия не проводятся, он еще не обвинен, но он до сих пор лежит. Вот недавно тоже общался с родственниками этого гражданина, и пока никаких изменений нет. Но в прошлом году вы мне ответили, что, к сожалению, вы не можете принять участие в судебных разбирательствах, какие-то там регламенты не разрешают, да, ведь? Но, к сожалению, почему? Тогда как нам быть, дальше доработать с этой делой, и если мы не можем... Вопрос понятен. Да. Если мы не можем его защитить, тогда о какой защите можете идти речь? Благодарю за вопрос. Мы живем с вами, работаем в правовом государстве, поэтому есть определенный порядок, который установил, что защиту прав участников в уголовном процессе на сегодня предоставлено право только уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. По линии Комитета Госдумы Лантратовой Яны на многочисленных парламентских слушаниях идет полемика. Ставится вопрос, предоставить ли право знакомиться с уголовными делами, выступать с какими-то ходатайствами в уголовных делах региональным уполномоченным по правам человека. Окончательно законодательное решение не принято. Но я с вами тогда после вашего вопроса связывалась, и, вам разъяснила, что, конечно, если идет бездействие следователя, это должно быть обращение жалобы в прокуратуру Республики Саха-Якутия. То есть мы защиту ведем опосредованно через адвоката. Виктор Николаевич Федоров, пожалуйста. Сардана Владимировна,
Такой вопрос. Я так понял с доклада, что у вас было в прошлом году 1524 обращения. Из них на 1444 получено разъяснение, 80 удовлетворено. Это 5,2%. Получается, вы работаете больше как консультационный орган? Спасибо. Спасибо за вопрос. Последние изменения или намечаемые изменения федерального законодательства с началом специальной военной операции, они направлены на то, чтобы максимально использовать потенциал всех региональных уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Поэтому мы это начали изменения еще в 2017 году, с конца 2017 года, а уже сейчас на федеральном уровне идет такая парадигма, что уполномоченный не только должен и обязан рассматривать жалобы, а он должен еще содействовать реализации прав, чтобы они не оставались декларативными, а чтобы содействовать реализации прав, возникает первый вопрос: а как? А ответ на как должны давать уже грамотные, нужны консультации. Поэтому федеральный законодатель нас внес в субъекты, которые имеют право и обязаны оказывать бесплатную юридическую помощь всех уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Поэтому мы в прошлом году, это тоже новация, если мы ранее принимали там до 50 человек в местах лишения свободы, потому что у них были жалобы, несогласие с приговором, с условиями отбывания. А в прошлом году мы более 150 приняли в колониях. Мы там были в 10 местах принудительного содержания, где оказывали бесплатную юридическую помощь. И не только мы еще сами выезжаем, с нами выезжает общественная наблюдательная комиссия. И еще прошлый год был ознаменован тем, что мы подписали соглашение с отделением Пенсионного фонда России по республике Саха-Якутия, и их специалисты вместе с нами выезжают, потому что у отбывающих наказаний бывают и вопросы, которые касаются их пенсионных прав. Поэтому эта тенденция, и как отмечает на сегодня в профильном комитете Государственной Думы, что уполномоченный по правам человека в целом в России и на федеральном уровне, и в субъектах Российской Федерации, скажем так, наработали свой отечественный опыт, потому что это, по сути дела, это институт европейский, но мы нашли свой путь, свою дорогу. И мы не только заострены на жалобах, но мы еще и содействуем реализации прав. Поэтому мы активно мониторим мессенджеры, социальные сети. У нас идет работа, активизирована работа горячих линий. Активно консультируем. И надо сказать, что практически мы живем работой. Поэтому тогда только получается реально войти, прочувствовать боль людей. И уже тогда становится понятно, а какие же правовые иные инструменты можно найти для того, чтобы помочь человеку. Спасибо. Кроме того, да, вот, Алексей, буквально одна ремарка. Если, значит, мы тоже не гонимся за цифрами. В целом, за все годы деятельности уполномоченного по правам человека Республики Саха-Якутия процент удовлетворенных жалоб – это около 8%. Николай Дмитриевич Бугаев, пожалуйста. Уважаемая Сардана Михайловна, добрый день. Во-первых, хочу сказать большое спасибо за вашу работу с Татьяной Николаевной Москальковой по вопросу военнопленных. Это очень большая работа, и большое спасибо вам, вашему всему аппарату за эту работу. У меня два вопроса. Вот есть такая у вас акция «Измени жизнь» для социально незащищенных наших населения и для лиц без определенного места жительства. Акция эта, она уже, по-моему, уже лет 6-7 проводится, да, будет ли она продолжена в этом году? И в этом году у нас большое событие. Впервые в условиях специальной военной операции пройдут выборы в Государственную Думу. Общественная палата республики готовит общественное наблюдение. Будут подготавливать и наблюдателей, более 2000 человек. И планируете ли вы участие и помощь нашим общественникам в защите избирательных прав граждан? Спасибо. Спасибо за вопросы. Конечно, сегодня роль общественных палат
в целом субъектах Российской Федерации. У нас, конечно, в Республике Саха-Якутия она очень значима. И на ваших мероприятиях по линии Общественной палаты Республики проводятся разного рода и круглые столы, но вопрос даже не в том, что просто круглые столы, а поднимаются проблемы для того, чтобы их решать. И в части, скажем так, участия в общественном мониторинге, потому что у нас федеральное законодательство же тоже не развивалось сразу. Когда мы вообще подходили к механизмам общественного контроля, тогда выборных вначале не было. И когда к нам приезжал сюда в Якутию, тогда председатель Центральной избирательной комиссии России, я ему задавала такой вопрос, а будет ли общественный контроль? Поэтому, конечно, мы, безусловно, готовы и в этом году с вами работать с точки зрения общественного наблюдения и те механизмы, которые были, помните, по видео, да, когда избирательные участки, они прям сразу видно, даже пожилому человеку, вот он пришел избиратель, а ему поставили стул или нет. Мы даже на такие моменты обращали с вами внимание с точки зрения просто вот человеческого отношения, милосердия. А иногда бывали в избирательных участках, почему-то стульев не было. Вот это тоже интересно. А почему? Значит, и, конечно, вместе с Общественной палатой мы с вами и готовы работать вот по выборам именно в части общественного наблюдения. В 2026 году, потому что нам по закону об уполномоченном по правам человека запрещено заниматься политической деятельностью. Мы эту норму соблюдаем, а в рамках общественного контроля мы готовы работать, и, как я уже сказала, в 2026 году. Работа социально уязвимых слоев населения, конечно, это является обязанностью государства, поэтому государственный правозащитный орган Якутии тоже не стоит в стороне. Законы Республики Саха-Якутия в части социальном обеспечении, обслуживании, все они Государственным собранием ЛТУМН приняты, указами главы Республики Саха-Якутия, постановлениями правительства Республики Саха-Якутия тоже приняты все механизмы. Но у нас есть, к сожалению, люди, которые, как и продолжают, так скажем, в силу разных причин. Там и есть объективные и субъективные причины пребывать на улице. Отделение, имеющееся социальной адаптации терек, в зимнее время переполнено. И поэтому у нас стоит, конечно, вопрос актуальной поддержки негосударственных поставщиков социальных услуг. По ним тоже у нас существует проблема, потому что они тоже должны быть контролируемы. На уровне Государственной Думы проводится работа для того, чтобы все-таки их лицензировать надо, для того, чтобы был контроль. И акцию «Измени жизнь» мы продолжим и в этом году. Активно тоже приглашаем к участию. Спасибо. Спасибо. Вопросы исчерпаны. Присаживайтесь, пожалуйста, Садана Михайловна. Слово для содоклада предоставляется Афанасию Ивановичу Владимирову. Уважаемые народные депутаты, доклад уполномоченного по правам человека был рассмотрен на расширенном заседании Постоянного комитета 13 марта текущего года. Объемный доклад, 178 страниц. Было много вопросов, ну и отметили положительную работу уполномоченного по правам человека. Постоянный комитет рекомендует принять к сведению доклад о деятельности уполномоченного по правам человека за 2024 год. Прошу поддержать. За 25-й. Прошу прощения. За 25-й год, Афанасий Семенович. Вопросы будут к докладчику? Вопросов нет. Выступления будут по проекту постановления? Два народных депутата: Антонина Афанасьевна Григорьева, Эдгар Валентинович Константинов, Елена Христофоровна Голованова, Николай Иванович Кульбертинов. Давайте без ограничений один раз попробуем. Антонина Афанасьевна Григорьева. Посмотрим, что получится. Я коротенько. Все-таки оценка должна быть дана, Сардана Михайловна, всем уполномоченным. Уполномоченные, вот она пример того, как должны работать уполномоченные. Проводит и за отчетный период мы видим, вот сейчас фокус работы другой, вот связанный со СВО. И я пожелаю успехов именно по обмену пленными. Сейчас в лагерях немало
немало детей, ребят из Якутии, да, и обмена пленными и телами погибших. Вот этого очень жены, матери и дети ждут. И вот, ну, например, если первый обмен был 157, Сардана Михайловна сказала 29, да, из Якутии возвращены. Это большая работа. И мы все знаем, как ее признает и прислушивается к ее мнению Татьяна Москалькова, какой у нее авторитет у всех властей, у всех ветвей власти и, главный, авторитет у населения. Дальнейших успехов. Эдгар Валентинович Константинов. Өсөйдү көйдөн бастуулах коллегалар. Мен ханук уступайдым бу күннерге бу хагаламыт нежелага жону жинакты долгутар вопроско токтан айкын барабын. Билдерин курдуготтан хомойогенете Новосибирская пастереллёс чаха эме бүгүнкү күнгө Биһиги Республика бутар ата нахалханы келле деп пенерарыгына маттан кыра ачак тагыста именно Жокускай корат тулатыгар энен хевастан аттан бу Сардана Михайловнаны бүтүгөнүнөн туханамын көрдү өпүн барыбын бу жыла холубура алгас эмите тоомитаннык тохор хоз балыгына тахары түгөнүгер ты жонун хергетен барабын көмүс күргүтөн умнуман демин оттоонна төһө кыхыт барынан законной обоснованиянан жон барабын көрөңү отто бу сүйүнө хылгыны туталар бу хорох жоңга хергега хоготох источник дохода болунан быгынан хабастан бараптарын көмүскүргө белем болун демин көрдүлөкмүн. Багы барал. Елена Христофоровна, пожалуйста. Уважаемые народные депутаты, я Сардане Михайловне сказала бы слова благодарности. Был такой случай, когда ночью позвонили с места, где, ну, с этого, лишенные свободы, и надо было реагировать быстро. Ночью она нашла, значит, вышла на МВД, и этот инцидент был приостановлен. Вот так она работает. Есть руководители, которые вообще не берут трубку. А народный депутат просто так не звонит. Это вот Министерство здравоохранения ночью. Санрейсы поднимаем. Вот очень хорошо работает Министерство здравоохранения. И Сардана Михайловна, она у нас действительно пример для подражания. Я и в прошлом году говорила об этом. И по вопросу вот Москальковой, столько она вот, действительно ее уважают. И мы проводили прием по телефону именно с работниками Москальковой. Коренные малочисленные народы по вопросам СУВО бойцов. Это, значит, они к нам пошли навстречу благодаря уважению к Сардане Михайловне. И, Сардана Михайловна, мы желаем вам, конечно, дальше работать, работы очень много. Спасибо. Спасибо. Николай Иванович Кульбертинов. Добрый день, уважаемые депутаты. Да, положительно отмечаю работу уполномоченного по правам человека Сарданы Михайловны. Но я на одном примере только скажу, это вот социальная благотворительная акция «Измени жизнь». Это раньше она называлась «Путь к дому», поэтому мы, Сардана Михайловна, когда я работал в органах внутренних дел, мы истоков стояли. Это когда люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, без паспортов, те же судимые, негде жить, на улице ночевали, вот этих людей трудоустраивали и находили места, где там можно переночевать, различные болезни. Поэтому на этом примере видно, что Сардана Михайловна человек большим сердцем, поэтому я ей пожелаю в дальнейшем успехов и так продолжать. Спасибо. Спасибо. Выступление исчерпанное. Но мы благодарим Сардану Михайловну Гурьеву от имени депутатского корпуса действительно за хорошую, качественную, как всегда, работу, проведенную в 2025 году.
Ее знает вся республика, все, кто по воле случая, либо по воле жизненных обстоятельств оказался в трудной ситуации, они всегда обращаются к уполномоченному по правам человека и находят всегда поддержку, если не действенными делами в соответствии с нашим законодательством, но такую вот рекомендации, консультации, о котором выше сказала сама Сардана Михайловна Гурьева. И эти отклики мы регулярно получаем, постоянно получаем, Сардана Михайловна. Спасибо вам большое. По проекту постановления, коллеги, режим голосования. Принято.